Всем доброе утро, дорогие уважаемые телезрители. На календаре 23 сентября, на день недели пятница. Вот и подошла к концу очередная рабочая неделя. Буквально еще одна неделя, и мы закрываем этот месяц. Ну а теперь давайте узнаем, что же мы покажем сегодня в нашем выпуске. В рубрике «Полезный завтрак» мы начнем готовить блюда из кабачков, так что заранее просим достать их из своих закромов. Далее к нам в гости придут, нас посетят гости из Национального художественного музея. Мы узнаем, какие выставки они представляют и что же ожидает нас в этом сезоне. Сегодня отмечают во всем мире День жестовых языков. Мы покажем сюжет, посвященный этой дате. Также во втором блоке нашего эфира поговорим о Дне науки, который начнет свою работу сегодня в стенах Северо-Восточного федерального университета. Ну и по традиции завершим наш эфир пятничной музыкой. А также мы напоминаем, что вы можете принимать участие в нашем прямом эфире. Отправляйте ваши поздравления, пожелания, новости на наш номер 8 914 273 44 88. Ну что, давайте начнем. И по традиции начнем с погоды за окном. В центральных районах республики по состоянию на 6 часов утра температура воздуха была 4,1 градуса ниже нуля. В заречной группе районов минус 5 плюс 1, в южных минус 3 минус 2. В Вилюйской группе районов 7,1 градусов мороза, в Нижнеленских минус 2, 0, в западных минус 2 плюс 1. В Колымо-Индигирской группе улусов от минус 3 до плюс 3 градусов тепла, в Янских минус 4, минус 2. На северо-западе республики температура воздуха была минус 8, плюс 1 градус. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра составляла минус 2 градуса, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Ветер южный, юго-восточный 1 метр в секунду. Сегодня днем нас ожидает погода без осадков, ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду, температура воздуха плюс 4, плюс 6 градусов. Но мы продолжаем наш эфир, и сейчас я предлагаю вам узнать, что же произошло, пока мы с вами спали. Так вот, пока мы с вами спали, вопрос о мобилизации населения все еще не утратил свою актуальность. По сообщению Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации контр-адмирала Владимира Цимлянского, граждане, призванные по частичной мобилизации, получат статус выплаты и социальные гарантии, как военные, служащие по контрактам. Между тем, глава Ростуризма Зарина Дагузова сообщила, что граждане, не получившие повестку, могут ездить в турпоездки за рубеж без каких-либо ограничений. У нас нет информации о каких-либо ограничительных нормах на федеральном уровне. Также по совету главы Комитета Госдумы по обороне за уточнениями можно обратиться в военкомат, к которому вы приписаны, пояснила Зарина Дагузова. Тем временем Таиланд с 1 октября отменяет требования по предъявлению ПЦР-тестов и сертификатов вакцинации. Об этом стало известно, пока мы с вами спали. Сбербанк перешел на российские сертификаты безопасности. Ранее компания пользовалась зарубежными. Эти сертификаты позволяют сайтам оставаться защищенными в интернете. Из-за перехода на отечественные сертификаты сайт Сбербанка перестанет открываться в браузерах, таких как Chrome, Safari, Mozilla, Firefox и других. Это касается пользователей персональных компьютеров Android и iPhone. Об этом сообщает «Российская газета». Работать Сбербанк онлайн будет только в Яндекс.Браузере и в Атом. Браузеры, которые созданы зарубежными компаниями, не поддерживают TLS-сертификаты от Национального удостоверяющего центра. Поэтому банковские сайты будут помечены как опасные, либо доступ к ним окажется заблокированным. Но мы продолжаем говорить о том, что же произошло, пока мы с вами спали, а также о событиях, которые произошли за прошедшие сутки. Так, до осенних каникул остается еще месяц, а пока школьники продолжают делиться своими впечатлениями о прошедших летних каникулах, а также рисовать осенние пейзажи. В эти дни учащиеся начальных классов соседнего горного улуса на уроке по изобразительному искусству рисовали осеннюю природу. В социальных сетях выложили рисунки учащихся начальных классов Бердигистякской средней общеобразовательной школы. На кадрах видно, что дети в своих картинах воодушевились не только природой, но и осенним урожаем. Также чаще дети рисуют животных, например, белочку и ежа.
Ну а между тем зима все ближе и ближе к Якутску. Так, в ряде северных арктических районов Якутии наступает зима. Так, минувшим днем жители отдаленного села Депутатский Устьянского улуса встретили зиму. На кадрах, снятых вчера, видно, что село и близлежащие горы полностью укрыты снегом. Также первый снег встретили и в Момском районе. На фотографиях видно, что люди рады снегу, слепили снеговиков и просто устроили красивую фотосессию. Назван регион лидер по здоровому образу жизни. И это не Москва. Аналитики сообщили, где больше занимаются спортом и меньше пьют алкоголь. Так, лидером, по словам аналитиков, стала Рязанская область, где население больше всего выбирает здоровый образ жизни. Аутсайдером стали Еврейская автономная и Магаданская области. Здесь выросли показатели по употреблению спиртных и злоупотреблению табакокурением. Ну а мы рады, что Якутия не вошла в этот список, и в целом сюда не вошли регионы из Дальнего Востока. Так что этому должны рады быть мы все. И призываем вас всех также соблюдать и пропагандировать здоровый образ жизни как внутри своей семьи, так и среди своих друзей. Ученые выяснили, что люди-совы значительно чаще страдают от диабета второго типа, болезни сердца и сосудов из-за замедленного сжигания калорий и нарушенной выработки инсулина. Об этом сообщила пресс-служба Британского физиологического общества. Опыты показали, что метаболические различия между жаворонками и совами действительно существуют. Оказалось, что организм первых сжигает больше жира как в состоянии покоя, так и при высокой физической нагрузке. При этом ученые зафиксировали серьезные нарушения выработки инсулина у сов, что делает их особенно уязвимыми к развитию диабета второго типа. Как отмечают исследователи, причины существования этих различий пока остаются загадкой. Однако ученые предполагают, что они потенциально связаны с относительно низкой физической активностью сов. Ну что, дорогие друзья, осень – это пора, щедрая на дары. Прилавки магазинов полны различных овощей и фруктов, садоводы и огородники собирают урожай, а значит, сейчас самое время готовить полезные блюда для себя и своих близких. Яркие и вкусные, они не только оказывают положительное влияние на пищеварение и помогают нашему организму пополнить запас витаминов на долгую зиму, но и способны поднять настроение в хмурый и дождливый осенний день. И сегодня в нашей традиционной рубрике «Полезный завтрак» мы вам предлагаем достать кабачки и приготовить с нами кейки. Доброе утро! Меня зовут Бисов Александр, я бренд-шеф парка Урдел, ресторан «Высота 160». Сегодня мы готовим кабачковые кейки с соусом тартар и зеленью. Выкладываем в миску кабачок, примерно, значит, для того, чтобы нам его выпечь, нужна форма. Я использую силиконовую в виде кексиков. Значит, на 3 формочки берем где-то 100 грамм кабачка. Столовая ложка муки. Столовая и чуть больше столовой. Далее соль, перец. Добавляем зелень. И вбиваем одно куриное яйцо. Далее замешиваем тесто, так как делаем на глаз. Мы понимаем, что вот сейчас тесто получилось достаточно жидким. Поэтому можно добавить немного муки совершенно. Совсем чуть-чуть. Если добавить слишком много муки, будет очень тяжелый результат. Кексик будет не пышный, быстро осядет. Добавляем немного муки и продолжаем интенсивно вмешивать. Сейчас консистенция достаточно такая жидковатая, но с таким сопротивлением вмешивается. Это можно почувствовать в процессе приготовления. После чего мы смазываем формочку маслом.
И наполняем ее содержимым. Далее разогреваем духовку или кондиционную печь на температуру 180 градусов. Выкладываем наши силиконовые формочки на противень и выпекаем в течение 10 минут. 10-12 минут. Наши кексы готовы. Начинаем сервировать тарелку, блюдо. Выкладываем на основание рукколу. Наши кексы. Соус тартар. Напоминаю, состав майонез, сливки, лук маринованный, красный, маринованные огурцы, корнишоны, соя. И мы берем обычным блендером и взбиваем все ингредиенты. Декорируем в производной форме, произвольной. И для яркости я добавляю томаты черри, резанные кубиком. Итак, наши кейки из кабачков с рукколой и соусом тартар готовы. Приятного аппетита! Ну что, друзья, мы желаем вам приятного аппетита, отличного начала утра. Ну а сейчас мы прервемся на короткую паузу и далее продолжим эфир. Доброе утро, коллеги, доброе утро, Якутия. Вы смотрите новости. По всей республике проходит декада лекарственной безопасности, приуроченная ко Всемирному дню безопасности пациентов. В Якутске состоялась пресс-конференция, где ведущие специалисты и доктора Министерства здравоохранения рассказали о цели Всемирного дня и ответили на интересующие вопросы. Как отметил руководитель Департамента организации медицинской помощи Дюлустан Чичахов, цель декады – повышение глобальной осведомленности о безопасности пациентов. Также в течение 10 дней будут проводиться профилактические беседы с населением и классные часы для школьников. Напомним, что День безопасности пациентов по всему миру отмечается уже 4-й год. Согласно приказа Министерства здравоохранения Республики Саха-Якутия, в нашей республике декада будет продолжена с 16 по 25 сентября текущего года. В рамках мероприятий декады у нас проводится разъяснительная и информационная работа в образовательных учреждениях, в коллективах. В Якутске продолжается форум предпринимателей. Одна сессия мероприятия посвящена развитию IT-сферы в регионе. Участники обмениваются своим опытом, рассказывают о своих планах, а также о трудностях, которые мешают им при реализации проектов. По словам руководителей IT-компаний, им трудно выплачивать высокую зарплату работникам. Также не хватает высококвалифицированных кадров. В такой ситуации со стороны федеральных и республиканских властей предусматривается серьезная поддержка. Это, во-первых, льгота на оплату налога, понижение процентов страховых взносов, также льготная ипотека, предоставление льготной аренды в IT-парке и многое другое. Что мы использовали из предложенных мер поддержки? То есть, во-первых, это налоговые льготы, то есть очень ощутимые, то есть налог на прибыль в 2 раза, сократился отчисление почти в 3 раза. То есть раньше было 30%, сейчас 7,6%. То есть для айтишников на самом деле это очень существенно, потому что вот начисление на заработную плату – это наши основные расходы. То есть расходы айтишников – это именно зарплаты. Вот. А потом из республиканских мер поддержки вот фонд развития инноваций. В этом году они начали инвестировать в IT-компании
мы получили инвестиции, то есть продажа опциона, и в обмен на опцион получили инвестиции. В 2020 году дома Громовых поселка Витим Ленского района были признаны культурным наследием регионального значения. А уже в следующем году начнется реализация программы по благоустройству «Комфортная городская среда», проектом которой стал исторический квартал поселка. Из республиканского бюджета Витиму будет выделено 10 миллионов рублей. Помимо этих средств и денег, выделенных из районного бюджета, у проекта есть и меценаты. По поручению главы республики, управлением архитектуры при главе республики была разработана проектно-сметная документация уже благоустройства исторического квартала. Данный проект прошел государственную экспертизу. Параллельно администрацией муниципального образования Ленский район разрабатывалась проектно-сметная документация по реставрации 2 домов Громовых. И еще параллельно мы участвовали в конкурсе, где выиграли разработку дизайн-кода поселка Витим. В Национальном художественном музее Республики Саха-Якутия в эти дни открывается музейная выставка «Не тающий снег. Чукотка. Якутия». Об этом уникальном проекте для любителей искусства сегодня мы поговорим с нашей гостьей в студии. Это Юлия Кравцова, кандидат искусствоведения, заместитель генерального директора по научной и выставочной деятельности Национального художественного музея Якутии. Доброе утро. Доброе утро. Ну, расскажите немного о концепции выставочного проекта и почему выбрано такое название «Не тающий снег. Чукотка. Якутия». Да, задачей нашего выставочного проекта стало показать, как чукотские и якутские мастера в своем творчестве работают с костью. Почему «Не тающий снег»? Название такое красивое и одновременно оно концептуальное. Я попытаюсь объяснить. Снег, мы все с вами прекрасно знаем, это удивительное атмосферное явление и своеобразная визитная карточка такого удивительного морозного края и территории вечной мерзлоты, какими являются как Якутия, так и Чукотка. Подобно северному снегу, уникальный неповторимый материал, как бивень мамонта, моржовый клык, имеют разнообразную цветовую палитру от нежно-палевого цвета, беломолочного до золотисто-коричневого с оттенками зеленого, голубоватого. И вот мастера, зная особенности материалов, создают уникальные художественные произведения, которые мы с вами можем увидеть на выставке. И если снег, он с приходом весны растаивает, то предметы, они у нас остаются как художественное наследие. Поэтому вот такое концептуальное название «Не тающий снег». Очень красивое, на самом деле, название, действительно. А какие произведения косторезного искусства из собраний музейного центра, наследия Чукотки и Национального художественного музея будут экспонироваться на выставке? И вообще, вот сколько работ будет представлено? Если переходить сразу к цифрам, обозначу, будет представлено около 150 произведений. На выставке мы показываем оригиналы из собрания музейного центра наследия Чукотки, город Анадырь, и Национального художественного музея Республики Саха-Якутия. Это будут косторезные работы, представляющие древний период развития косторезного искусства Чукотки. Также будут представлены работы современных мастеров Чукотки и Якутии. В основном они выполнены из моржового клыка, скелетной кости кита, бивня мамонта. А вот в чем уникальность, особенность именно чукотского косторезного искусства и в чем особенность, отличие, допустим, работ чукотских мастеров от якутских наших? Здесь, конечно, можно много говорить, но, наверное, если говорить о чукотском искусстве, то главной отличительной особенностью о древнем чукотском искусстве, то здесь можно говорить о таком явлении, как полиэкония, то есть многообразность. Когда с разных точек зрения мы можем смотреть на предмет и видеть в нем разные образы. Например, древний мастер изобразил моржа, мы поменяли немножко точку зрения, и перед нами возникает образ нерпы. А посмотрев с другой точки зрения, например, мы видим лик человека. Еще одна из особенностей – это древний мастер мог сочетать в одной композиции разных животных.
например, изображал нерпу или моржа с зубами медведя. И таким образом получался не конкретный тип животного, а скорее такой могущественный, сказочный образ. Еще одной, наверное, самой интересной чертой чукотского искусства является то, что этот художественный промысел возник в конце 19-го, начала 20 века, именно как художественный промысел. В 1931 году создается знаменитая косторезная уэленская мастерская, и объединившая многих зверобоев, охотников, которые посвящали свободное время изготовлению предметов разного характера. И, наверное, здесь нужно сказать, что мастера изготавливают именно клыки, моржовые клыки, украшенные различными сюжетными композициями. А вот какие именно сюжеты? Сюжеты в основном, конечно, раз они зверобои, охотники, все сюжеты связаны с их повседневными занятиями, людей, которые живут возле моря. Это и охота, и зверобойный промысел. И еще хочу отметить, что в экспозиции можно будет увидеть предметы первобытного искусства, датированные первым тысячелетием нашей эры. Это различные амулеты, снеговые очки, детали наконечников гарпунов. Очень интересно. Захотелось посетить именно выставку. Ну, а вот как долго будет работать выставка для якутян и где можно будет, допустим, посмотреть дополнительную информацию? Выставка для наших горожан и гостей столицы будет работать до 24 октября, всего месяц. Поэтому желательно успеть посетить нашу выставку. Она очень интересная, потому что помимо косторезного искусства мы дополнили экспозицию другими произведениями из наших фондов. Это живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, которые создают дополнительное погружение зрителя в такую неповторимую атмосферу Северной Земли. Замечательно. А как часто региональный музей участвует в выездных выставках и принимает у себя экспозиции региональных музеев? На самом деле не так часто, но этот год юбилейный для нашей республики, и мы организовали целый каскад выставок из региональных музеев в нашем музее и представили якутское искусство в августе этого месяца в Приморской картинной галерее. У нас гостили выставки из Москвы. Буквально на прошлой неделе закрылась выставка «Сокровища» Государственной Третьяковской галереи из крупнейшего собрания отечественного искусства. Федеральный музей представил свою выставку. Было представлено современное искусство из Музея современного искусства Московского. Гостили у нас также коллеги из Казани, Татарстана, Елабужский архитектурный музей-заповедник, представив выставку «В гостях у татар» и познакомив наших горожан с обычаями, традициями татарского народа. Вот такие у нас крупные выставочные проекты состоялись. И еще раз отмечу, что нам удалось представить якутское изобразительное искусство в Приморской картинной галерее в городе Владивостоке, где выставка «Открытие» прошло с большим успехом. Ну, Юлия, большое спасибо вам за очень интересную информацию. Мы приглашаем, в свою очередь, жителей города Якутска и гостей столицы посетить обязательно эту прекрасную экспозицию. Ну, а сейчас хотелось бы узнать, да, чем в истории запомнился именно вот эта дата. Да? Мы представляем вашему вниманию нашу постоянную рубрику «Даты и события». На календаре 23 сентября. Сегодня отмечают день рождения жевательной резинки, день рождения поисковой системы Яндекс, Международный день жестовых языков, Международный день борьбы с незавершением детьми средней школы. По народному календарю этот день посвящен памяти святителей Петра и Павла, епископов Никейских, или Петр и Павел Рябинники. В этот день пучки рябины развешивают под крышей дома, чтобы ягоды дозрели и приобрели сладкий вкус. В доме рябину считают оберегом от нечистой силы. Также следили за приметами. Если рябина уродилась скудно, то осень будет сухой. События в этот день. В 1873 году в Петербурге вместо керосиновых ламп зажглись первые в мире электрические фонари.
В Северодвинске спущена на воду самая большая в мире подлодка «Акула» – «Тайфун». В Москве был открыт дом-музей великого русского певца Федора Шаляпина. В 1997 году была анонсирована поисковая машина Яндекс.ру. В этот день родились Надежда Кашеверова, советский кинорежиссер, заслуженный деятель искусств РСФСР. Людмила Крутикова-Абрамова, советский российский писатель, литературный критик, общественный деятель. Роми Шнайдер, киноактриса, звезда австрийского, немецкого и французского кино. Хулио Иглесиас, испанский певец. Именины сегодня отмечают Ян, Тихон, Семен, Петр, Павел, Николай, Лука, Константин, Клим, Иван, Евгений, Глеб, Гавриил, Василий, Андрей, Татьяна, Ефросинья, Анна. И еще одна историческая дата отмечается сегодня. 23 сентября 1853 года было положено начало истории государственной статистики. Создан Якутский областной статистический комитет. Почти за 170 лет методы и формы работы статистических органов изменились кардинально. Отчеты в электронном виде, безбумажный документооборот теперь уже веление времени. А органы статистики активно пополняются молодыми кадрами. Этот ящик предназначен для представления отчетов предприятий в бумажном виде. Давайте посмотрим, сколько отчетов у нас лежит. Всего 2. Это потому, что идет активный переход на электронный документооборот. Практически все предприятия представляют свои отчетности в электронном виде. Айтал Сивцев называет себя амбассадором соцсетей. Сухие цифры, статистики и отчеты превращает в красочные диаграммы и таблицы. В зоне его ответственности наполнение сайта Саха-Якутия-Стата и страниц ведомства в социальных сетях. Ведь цифры статистики должны быть понятны не только специалистам, но и населению. Самыми такими показателями, популярными, конечно, это является демография, рынок труда, цены, заработная плата и занятость. Умение работать с большими данными, любым объемом информации, при этом способность анализировать, понять причины изменений, визуализировать данные – все эти качества сегодня очень важны для современного статистика. Работа предполагает не только обработку поступившей информации, но и непосредственное общение с населением. Да, естественно, есть методология. Ты работаешь по ней, она уже многими годами работает, но это все ты можешь смотреть через свою призму, через какой-то молодой склад ума, наверное, и это все какой-то симбиоз получается. Что, это интересно на самом деле, то, что человеческую жизнь ты отражаешь в цифрах, получается в моем случае, да, это обследование домашних хозяйств, мы изучаем их жизнь с точки зрения их потребностей, расходов, и все это отражает вроде бы обычную нашу жизнь, но это настолько все ответственно и в то же время имеет какую-то творческую составляющую. Именно так творчески и с энтузиазмом работают в Саха-Якутия-Стате, ведь молодые специалисты здесь составляют уже более трети коллектива ведомства. Как и подобает молодым, они активно занимаются общественной работой и вместе растут профессионально. Вот буквально месяц назад команда из 8 человек побывали в городе Санкт-Петербург в образовательном слете лидера Росстата. А также в прошлом году в этом же проекте от нас 2 работы признаны лучшими. В своей работе каждый из этих молодых перспективных специалистов старается относиться более чем ответственно. И, как они сами говорят, наша работа – это о качестве, достоверности и прозрачности. Туяра Филиппова, Виктор Дичковский, Якутск. В нашей рубрике «Музейный гид» мы продолжаем вас знакомить с экспозициями Национального художественного музея Якутии. Этим летом и до середины этого месяца Национальный художественный музей представлял уникальную выставку «Сокровищница Третьяковской галереи», которая завершилась 14 сентября. Мы в своих выпусках показывали картины из этой выставки. Ну а тем, кто не успел посетить музей в эти прошедшие дни, мы предлагаем следить за нашими выпусками каждую пятницу и вновь знакомиться с работами из сокровищницы Третьяковской галереи. Выставка «Сокровища Третьяковской галереи» удивляет и поражает зрителя обилием представленных в экспозиции классиков русского изобразительного искусства. Валентин Александрович Серов родился в Петербурге в творческой, интеллигентной семье композиторов. Он очень рано лишился отца и детские годы провел вместе с матерью в Мюнхене. И там же впервые стал заниматься рисунком
Одним из первых учителей самого Валентина Серова стал очень известный русский живописец Илья Ефимович Репин. Валентина Александровича мы знаем как выдающегося русского портретиста. И в экспозиции выставки представлен портрет не менее известного и выдающегося человека своего времени, дирижера, композитора и педагога Николая Андреевича Римского-Корсакова. Представленный портрет показывает нам самого композитора в убранстве кабинета. Многочисленные книги, бумаги. Сам Николай Андреевич склонился над партитурой, над нотами. И внимательный зритель, конечно же, обратил внимание на жест руки композитора. Зажат простой карандаш, но мы угадываем взмах такой знакомой и привычной дирижерской палочки за пультом. Интересен и ракурс, в котором показывает художник композитора. Сосредоточенное лицо, какая глубокая мысль на нем отображается. Возможно, именно в это мгновение в голове композитора рождается новая красивая мелодия. Многочисленные музыкальные произведения Николая Андреевича известны и пользуются большой любовью любителей музыки и в наши дни. Само произведение, портрет, был приобретен Павлом Михайловичем Третьяковым в год написания у автора Валентина Серова. Сегодня Международный день жестовых языков. В мире существует около 300 жестовых языков. К сожалению, в нашей республике остро стоит проблема с обучением русского жестового языка в общеобразовательных организациях. Всероссийское общество глухих сегодня всячески пытается его популяризировать. О проблемах, с которыми каждый день сталкиваются инвалиды по слуху, мы узнаем из истории Ульяны Максимовой. В Доме культуры глухих РЛ нас встречает эта улыбчивая, но в то же время серьезная женщина. Ульяна Максимова, председатель Якутского регионального отделения Всероссийского общества глухих. В первые минуты общения с ней тут же заряжаешься позитивом, а позже и вовсе начинаешь восхищаться. Ульяна с рождения инвалид по слуху в 3-м поколении. До 3-го класса я училась в Чарапчинской музыкальной школе. Родители очень надеялись, что я адаптируюсь в массовой школе. Но комиссия решила, что я должна учиться в специальной коррекционной школе. После окончания школы поступила в Новосибирский государственный технический университет на социального работника. Но еще тогда я не думала, что в будущем стану руководителем. С детства родители закладывали в девочке любовь к спорту. И вот результат. Волейбол, настольный теннис, пулевая стрельба, легкая атлетика. И это еще не предел. Да, у меня это с детства такая прям. Везде хочу быть первой. А какая вот самая вам дорогая медаль? Самая дорогая, значительная медаль. Они все для меня особенные. У меня еще лыжня России. Ну, у вас тут прям только 1-е и 2-е места. Да. Многоборье еще. А это архивное фото 2004 года. Школьница Ульяна вместе с певицей Саиной исполняют песню «Здравствуй, Якутск». Тогда никто не знал, что спустя 18 лет они снова споют неофициальный гимн города. С неба на снег упали краски, и засиял теплом и лаской маленький город мой, где я так скажу, что была так удовлетворена и была очень счастлива, что не зря эту песню пели. И что эта песня, и то, что вот совместная песня, она что-то значила. Русский жестовый язык является для инвалидов по слуху родным языком. Но, к сожалению, сегодня в образовательных школах по стандарту ФГОС нет на него разрешения. И это одна из главных проблем. Со сложностями глухие и слабослышащие сталкиваются ежедневно. Элементарно в коммуникации. Особенно острые инвалиды по слуху столкнулись с этим в период пандемии. Все должны были носить в масках. И наши вот инвалиды по слуху, они
сталкивались с такими проблемами, что они не могли получить нужную им информацию. Буквально, допустим, спрашивали, какова ваша температура, какие там документы, предъявляйте ваши документы, или что у вас, какие жалобы. Всероссийское общество глухих ведет свою работу с 1937 года, защищает права и интересы людей с нарушением слуха, поддерживает их во всех сферах жизнедеятельности. А единственный на всю республику Дом культуры глухих РЛ держится на самодеятельности. Здание было построено в начале 80-х и сегодня нуждается в капитальном ремонте. Я бы хотела обратить внимание всех государственных органов. Очень хотелось, чтобы они обратили это внимание. И я думаю, что мир не без добрых людей, и что все вместе решили этот вопрос. Добро действительно должно возвращаться, особенно таким людям, как героиня нашего сюжета. Пусть история Ульяны Максимовой послужит нам примером неимоверной доброты, оптимизма и мудрости. У меня всегда было такое желание, огромное желание помочь другим, если я сама это справляюсь, и помочь другим. Разрушить те барьеры, особенно психологические барьеры, которые... перебороть свой страх. Нет ничего невозможно, возможно все. Глухие могут все. Вот так вот. Катерина Винокурова, Виктор Дичковский, Якутск. Якутяне могут посетить ежегодный фестиваль науки «Наука 0+,» который пройдет в республике в 10-й раз. Мероприятие рассчитано на широкую аудиторию, чтобы рассказать в простой и интересной форме о достижениях науки и познакомить с исследованиями. Гости смогут задать вопросы по интересующим темам и получить ответы от лекторов и спикеров. Для участников организуют конкурсы, викторины, лекции, мастер-классы, вебинары, экскурсии и консультации. И более подробно об этом фестивале мы сегодня поговорим с нашими гостями в студии. Это Нюргуяна Григорьева, начальник отдела развития молодежной науки Департамента науки и инноваций Северо-Восточного федерального университета, и Михаил Чиросов, главный научный сотрудник Института биологических проблем криолитозоны Якутского научного центра. Доброе утро. Здравствуйте. Ну, скажите, почему важно привлекать молодежь к науке и как это сделать? Ну, вообще, в 2021 году в нашей стране был объявлен год науки и технологий. И, конечно, и до этого, и сейчас ощущается, что государство начало больше уделять внимание, и определенное дополнительное финансирование прошло, но и самое главное – это внимание общества. Ну, стало понятно, что наука – один из таких институтов важных для суверенитета в целом страны, для ее государственности, импортозамещения. И вот интеллектуальный уровень каждой страны – это показатель ее величия. Ну, это, понятно, такие громкие слова, а в реальности это нужно не просто как бы показывать в тихих кабинетах лабораторий, экспериментальных установок, а именно показывать, рассказывать народу. Ну и государство сейчас прямо говорит науке, что ваш заказчик-то это народ, это государство, значит, народу нужно просвещать. И сейчас во многих учреждениях, вот научных, вузовских, целое большое направление по популяризации науки прямо есть. Вот у нас, например, по линии Российской академии наук есть в Москве целая комиссия по популяризации науки. То есть вроде бы классическая академическая наука сказала не только наука для вот результатов фундаментальных, прикладных, внедрения, но и объяснить народу. Потому что ну, это очень важно сейчас. И когда мы узнали, что будет десятилетие науки, мы в первый год тоже довольно активно были выставки, различные интерактивы. И, ну, правда, к сожалению, была пандемия, и вот фестивали проходили в таком дистанционном формате. А когда уже вот было объявлено десятилетие, мы поняли, что это уже огромная политика, и надо ну, вот, системно внедрять. И фестиваль науки один из таких важнейших элементов этой системы. Нюргуяна, скажите, а какая работа ведется в СФФУ по привлечению студентов к науке? Ну, в университете нашем ведется большая работа по привлечению студентов. У нас работают более 250 научных кружков, задействовано в кружках более 70% студентов от всего количества. Проводятся научно-практические конференции, научно-популярные мероприятия, в том числе и фестиваль науки, ну и другие мероприятия.
А какое направление больше всего выбирают студенты? Ну, студенты выбирают больше по своей специализации, по своему направлению, профилю, но мы не ограничиваем их в выборе. Скажите, вот чем... Тут, в принципе, могу добавить, что университет очень активен, и сейчас не только по узкому направлению, вот такие сквозные. Например, университет выиграл недавно большие гранты на студенческую предпринимательскую точку кипения. То есть предпринимательство, как вот с выхлопом, из разных областей, единое сквозное, и это тоже поддерживается. В целом по стране чуть больше 30 таких вузов и объединений получили такие. То есть есть прекрасные возможности реализовать себя, и это не только вот узкие академические какие-то направления по специальности, но и вот такие более широкие, инновационные, там, в университете и вообще в республике целая экосистема такого предпринимательства создана, и вот многие результаты этого будут на фестивале науки показаны. То есть фактически их заставляем прийти и показать вот для народа, для общества. А вот чем запомнится нынешний фестиваль науки? Ну, надо сказать, что вот я уже говорил, значит, 2 года была пандемия, и теперь мы запомнимся даже хотя бы тем, что мы проводим в очном формате, поэтому приглашаем всех завтра в «Триумф», Аюнского 26, и, я думаю, всех мы вместе готовимся, нам довольно сложно заполнить это огромное пространство, но максимально постараемся. Мы, например, вот академическая наука партнеров привлекли, у нас и Краеведческий музей, вот определенные предметы из Дубль, это шлюпки Якутск будет, потом вот недавно была экспедиция на остров Бенета, самая северная точка, тоже придут ребята, будет пресс-конференция, рассказывать люди, которые проплыли почти 2000 километров туда-обратно. У нас, ну вот помимо этого будут наши академические определенные результаты, будут показываться агро, биотехнологии, что связано с космосом, этнографию. Мы подтянули фактически Министерство внешних связей, у них там очень хорошие контакты по этнографическим вещам. Я думаю, будет очень много интересного. Это только свою часть рассказываю. То есть связано с академической наукой. В университете там тоже огромный пласт, и, наверное, Мергена дополнит, что там еще интересного по их экспозиции. Да, у нас тоже много направлений. Будут инновационные разработки, да, морозостойкая резина будет представлена в лаборатории наших, искусственная печень, ну и много-много других экспозиций. А скажите, вот кому подходит фестиваль наук? Вот, например, будет ли интересно, например, пенсионерам? Да? Какие будут еще мероприятия происходить? Ну, фестиваль наука, он наука 0+, что означает, что он как бы для всех возрастов, да. Ну и в том числе и пенсионерам, конечно же. Ну, мы вот различные конкурсы проводим, там географические диктанты и так далее. Самые высокие результаты показывают люди предпенсионного, пенсионного возраста. То есть их квалификации по ответам и так далее очень высокая, но и активность. И мне кажется, пенсионеры — это те люди, которые думают о внуках, о их интеллектуальном развитии, умении говорить, проявлять интерес. Я думаю, они приведут своих внуков, внучек и даже, может, заставят их прийти, потому что не всегда они хотят, а авторитет бабушек, дедушек, я думаю, в этом плане очень важен. И мы приглашаем все категории. Давайте думать о будущем, о поколении, вкладывать в них, потому что когда-то они будут отвечать за нашу страну в целом. Да. А скажите, вот куда приходить, на каких площадках будет происходить фестиваль? Ну, сегодня начинается фестиваль, он у нас начнется в 9:00 утра на онлайн-площадках. Все мероприятия представлены на сайте nauka.svfu.ru. Можно открыть, там у нас кликабельные ссылки по подключению к видеоконференц-связям и другим платформам, да. И они будут проходить в онлайн-формате. Это будут лекции, мастер-классы, конкурсы и другие мероприятия. А завтра всех ждем в «Триумфе», в Центре спортивной подготовки, на главной арене «Триумфа». Будет представлено более 140 экспозиций, площадок. Всех ждем, просим участвовать. И будет также у нас лекторий представлен от ведущих ученых. Это вот впервые на фестивале.
Спасибо вам большое. Очень насыщенная программа фестиваля. Мы желаем, чтобы он хорошо прошел. А наших телезрителей призываем принять участие. Приходите, да, посмотрите и принимайте участие. Друзья, ну а мы сейчас передаем слово нашим новостным коллегам из новостного блока. Давайте узнаем самые актуальные новости на эту минуту. Доброе утро, коллеги. Доброе утро, Якутия. В эфире новости. Эксперты заявили о восстановлении спроса на ипотечные кредиты в Якутии. С января по июль этого года жители республики оформили более 7 тысяч ипотечных договоров на 31 миллиард рублей. Значительное снижение спроса на ипотеку наблюдалось в апреле-мае. В летнее время рынок ипотечного жилищного кредитования перешел к восстановлению. В июле якутяне оформили 1,2 тысячи ипотечных кредитов, что почти в 2,5 раза больше, чем в мае. Объем ипотечных жилищных кредитов, выданных с января по июль, составил 31 миллиард рублей. Около половины от этой суммы, 14 миллиардов, пришлось на кредиты под залог строящегося жилья. Это на треть больше, чем годом ранее. Жители Нерюнгри возмущены, что с конца июля этого года улица Наюнского перекрыта. По их словам, продолжительное время никаких ремонтных работ при этом не производилось. Как сообщили сотрудники Нерюнгринской ГРЭС, в настоящее время на этой улице проводятся ремонтные работы по замене участков магистральных тепловых сетей. К перекладке приступили позже по причине устранения дефектов на теплосетях, выявленных в ходе проведения гидравлических испытаний на участке улиц Дружбы народов и Аммосова. Все работы, связанные с перекладкой труб по улице Аюнского, в том числе по засыпке грунта, будут завершены до середины октября. Данные работы выполняются без ограничения теплоснабжения потребителей. Мы планируем завершить все работы и восстановить проезд по улице Аюнского в срок до 15 октября текущего года. У аграриев Амгинского района уборочная кампания идет полным ходом. Между тем, у акционерного общества «Амгинский» начались субботники по затариванию зерна. Сбор зерна всегда требовал большое количество рабочей силы, поэтому субботники по затарке зерновых культур для предприятия «Амги» стали доброй традицией. Ежегодно они, не нарушая традиций, дружной компанией выходят на субботники. Также на днях на помощь присоединились и старшеклассники школы Амгинского наслега. В данное время идет затаривание овса. С Амги приехали школа, первая школа. До этого были МЧС, управление администрации, улусная была. Помогает. Ну, хорошо вроде бы так. С соседнего поселка Балагура бывают. Вчера вот буквально были. С Анёса приезжают. Ну, конечно, все равно желательно было бы побольше. Рук не хватает у нас. Овес у нас было около 400 тонн. Где-то половину уже затарили, в районе 200 тонн. Якутянам с картой жителей Якутии за прохождение диспансеризации и профосмотра предоставят 10% скидки на посещение бассейнов Чолбон и Самородок. Скидки станут действительны на следующий месяц после диспансеризации и профосмотра и будут действовать в течение 1 года с момента прохождения медицинского осмотра. В 2022 году диспансеризации подлежат застрахованные граждане следующих годов рождения: 1983, 86, 89, 92, 95, 98, 2001 и 2004, а также все граждане старше 40 лет. Напомним, если вам 40 и более, диспансеризацию следует проходить ежегодно. К этому часу пока вся информация. Отличного дня! Игорь и Анастасия Чачила из Красноярска заботятся о 13 сурикатах, которые живут с ними в обычной городской квартире. О необычной семье в нашем следующем материале. По словам Игоря, впервые мужчина узнал о животных в начале 90-х годов из документального фильма. Чачила привлекло, что сурикаты – умные и сообразительные животные. В 2014 году на свой страх и риск Игорь и Анастасия решили завести первого экзотического зверька и назвали его Оскар. Со временем стая пополнялась. Пара забирала животных, с которыми не смогли справиться предыдущие хозяева. Не все сурикаты у нас живут по России. Многих мы находим среди любителей, то есть которые забирают себе.
Поэтому здесь конкретно ситуация, история про спасенного кастрированного суриката как бы не совсем точная. То есть у нас их много, таких сурикат. У нас конкретно живет таких 9 отказников, которые в свое время оказались... Кто-то отказался от них, кто-то по причинам семейным, кто-то находился в плохих условиях, очень выкупили их. То есть таких историй достаточно много. 13 сурикатов делят квартиру не только с Анастасией и Игорем, но и с котом, ежом и змеей. Для суриката семья, в которой он живет, он в этой семье является полноценным членом. То есть его никак не уберешь оттуда. То есть он не будет как кошка, допустим, вот, которая вот сейчас вот у нас Гарфилд лежит в журнальном столике и спокойно там посматривает. Он всегда будет участником всех событий. Приготовление либо это пищи, либо просмотр телевизора. Они, кстати, очень любят смотреть телевизор, различные программы. По словам главы семейства, на прогулке сурикаты ведут себя как защитники. Сурикат уже охранник сам по себе. То есть, когда вот ты с ним выходишь на прогулку, они любят очень одежонки, мы заказываем для них различные, значит, одежду. И на поводке, естественно, и когда это происходит, естественно, люди реагируют, то есть они бегут сразу, дети, селфиться, фотографироваться, значит, сурикаты сами по себе, увидев собак, допустим, они встают, как правило, в стойку напряженную, изучают обстановку, потому что на их ответственность, как они понимают, защита нас. Потому что мы уже, так скажем, они берут на себя эту функцию защиты. И если ситуация неблагоприятная, то они могут атаковать. Игорь также рассказал, что животные не любят одиночество, и когда остаются одни, они с женой включают им короля льва, последнюю версию, которую они с удовольствием смотрят. Анастасия и Игорь специально не занимаются разведением сурикатов, но пара выступает против кастрации, поэтому, когда рождаются малыши, Чачила тщательно подбирает хозяев зверькам. Владелец зверюшек подчеркнул, что главное, чтобы малыши оказались в хороших руках. Очень интересный сюжет. Я представляю глаза, ну, не дай бог, там, какого-нибудь вора, который залезет в эту квартиру, и на него нападут 13 сурикатов. Это будет, во-первых, неожиданно, во-вторых, по-моему, очень страшно. Но на этом мы завершаем наш эфир, дорогие друзья. И эту трудовую неделю, напомним, что эта неделя у нас открывает новый телесезон, и, соответственно, мы очень рады уже вернуться с отпуска. Ну, а напоминаем вам также, что вы можете подписаться на наш телеграм-канал «Утро Якутии», где вы также можете посмотреть некоторые из наших сюжетов, последние новости. Также можете делиться с нами своими новостями и вообще, в общем и целом, принимать участие в нашем прямом эфире. Ну а мы встретимся с вами ровно через 2 дня, 26 сентября, на телеканале Якутия-24, НВК Саха. Оставайтесь вместе с нами и всем желаем отличного рабочего дня.